ну все, мы выходим на эту тропку. Тут вот у нас какие машинюшки стоят. Дети здесь. И мы выходим вот по такому вот проходику на тропку. Любуемся с вами росписями. Росписями полюбуемся. И куда-то Маша пошла. Маша, ты куда? А что там такое? Так, все. Тропа Голицына. Когда-то по ней ходил Голицын. Здесь такие вот росписи. Непонятные. Русалки. А, можно вот посюда пройти, кстати, да. И мы идем пам-пам-пам. Ну вот, смотрите, отсюда да немножко другой вид открывает нас на гору Сокол и пляж. Все, пошли. Сюда вот она тропа, здесь продают сувениры перед входом, и мы идем наверх сюда. Здесь написано санаторий Судак. Берегите лес от пожара. Тут столик какой-то непонятный. Вот она такая тропа. Там возгласы какие-то людские. Они явно лучше сделали. Граждане, не разводите костров. Вот это начало этой тропы. Ух ты, что там творится у нас. В общем, эта тропа идет вокруг горы. Так, вот еще такой вид здесь открывается. Ой, едешь, черный перестала. Видите, какие группы большие, не знаю, человек по 50, что ли. Вот их сюда возят, чтобы они тут прошлись. Но, честно говоря, с группой идти не совсем удобно, потому что там есть определенный ритм. Если ты в него не укладываешься, то ты отстаешь от нее. Пока идет вот такая вот такой заборчик. Осторожно, камнепады. Камнепады. Так что надо в каску берите с собой обязательно, прежде чем пойдете по этой тропке. Хорошо так вечером. Не жарко. Ой, смотрите, как прикольно сделано. Это что за... О, прыгают, да? Ничего себе. Прикольно как. Дальше идем. Да? А, прыгают? Кто-то. А, вон парни прыгают. Ну ладно, пойдем дальше. Идемте дальше. Такая довольно узкая тропиночка. И люди многие в купальных костюмах, потому что довольно сейчас вечером, наверное, они где-то купались. Ух ты, а тут какой обрыв. Смотрите. Многие за биноклями. Осторожно, камнепад.
Здесь такая привалочка небольшая у нас. О, там рыбак, смотрите, стоит. Видали? Вон он, рыбачок. Новый свет. Люди здесь сидят, как-то туда спускаются по этой дорожке. Так, мы взяли водичку, дети уже половину осушили. Берегите родную природу. А, вот они где купаются. Вот они где купаются. Смотрите, вот они. О, тут такие скалы, валуны. Упс. Так, что мы тут видим? Какой-то забор каменный и ворота железные. Смотрите, какая почва, камни острые довольно. И начинается здесь уже такой вот выполненный вот таким образом стеночка. Ладно. А тут и яблоко. Надпись Наташа. Игорь. Это же надо было им выцарапывать это все. Так, тут надо обувь хорошую. Обязательно с фиксированным задником. Катаются на лодочках люди. Когда-то эта тропа была платная. Платили за нее, по-моему, при Украине 100 рублей за проход. Какой-то экосбор или что было такого плана. Но сейчас она абсолютно даровая, поэтому можно ходить сколько угодно раз вам по этим кошкам. Нет, надо сносить головой стены, да? Так, Андрюша, аккуратно. Аккуратно надо ходить. Так, вот семьи такие ходят, которые все что-то ворчат. Особенно женщины любят этим заниматься, ворчанием. Вместо отдыха получается казнь египетская. Так. Смотрите. Такая вот тропинка идет. Осторожно, камнепад. Но мы тут уже, честно говоря, ходим не первый, не второй, а уже третий раз. Поэтому вот на лодочке плывут. Лодочка. Но это еще, в принципе, нормально, да? Там где-то будет похуже уже дорога. Более сложная. Вот там люди скопились. Обязательно в Крым надо удобную обувь, кроссовки или какие-то. И идти осторожно, потому что можно вывихнуть. Маша, Эрик, давайте здесь затормозим немножко. О, рыбаки. Видали, что творится? Они залезли вот каким-то каком сюда, это они вот посюда спустились с удочками и там рыбачат. Так, здесь что мы видим? Вот мыс Капчик вот этот, который торчит такой, острие такое. Вот, панорамка, Мегамол.
Потом носорог, вон там, где судак. Сам судак мы видим отсюда. Вот таким вот образом. И катера многочисленные. Гора Орел. Ой, Сокол, пардон. А это даже с какими-то маяками проблесковыми. Одиссей. Ну вот он, наверное, их всех повез в эту царскую бухту, на царский пляж. Так вот. Мы видим бананчик. Смотрите, у него три ряда. Называется Буран 51. И на нем люди. О, боже мой, что они там кричат. Что-то кричат. Смотрите, какая тут ситуация. Корабль целый. Ну да. Проходим дальше. Мы по этой жуткой дороге. Безобразной. Ну, город Шаляпино. Но Шаляпино тут отродясь не было. Ну, короче, этот грот, в нем хранилище вина. Там ячейки такие. Там вино и какой-то колодец есть. Смотрите, какие валуны, большие камни. Вот это вот падало все отсюда. Представляете? Ба-ба-ба! Он даже вот это может упасть. Там крючок какой-то. Видели? О, как забавно. Смотрите. Можно сверху наблюдать за людьми. Забавно, да? Тут своеобразная атмосфера вот в этом гроте. И тут обновили, смотрите, красочкой покрасили полового цвета. Уже хорошо. Но все равно, наверное, надо какой-то головной убор или еще, я не знаю. Хотя, конечно, от камня он не защитит при падении. Однозначно. Вот это круто. Урны. Поставили урны. Пойдемте вон туда. У-ху. У-ху. Тут типа сцены такой. Осторожно, камнепады. Тут камушки, на которых можно посидеть. Если вы заколебались уже идти. Так, вот. Почему-то у меня прекратилась запись в этот миг. Интересно. Тут ямка. Там, наверное, чуть накидано нехорошее. И вот в этих вот дырочках хранилось якобы вино когда-то. Тут вот такая большая есть дырина, а здесь поменьше. Ну, короче, высеченные в горе были вот такие вот. Это все из камня. Смотрите, камень. Тут так прохладно. Во, смотрите, а там дырина. Дырина там. Пойдем порассматриваем эти углубления. Они построены из какого-то кирпича, мы видим. Какие-то надписи там везде исцарапаны. Это же надо было людям здесь сидеть и вот эти надписи делать их там.
Надо было какой-то инструмент специально с собой брать. Вот тут уже камень упал, смотрите. Может, кто-то туда пытался наверх залезть. И он грохнулся. О, тут вообще надпись какая. Вот они какие, тут кто что может. Ну, обычно сюда залазят и здесь фотографируются. Вот он такой грот Шаляпина. У-ху. 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 Тут мы видим дырку. Смотрите, дырка. Дырку видим здесь. Вот такое-то, такое пространство. На этот амфитеатр все пытаются залезть туда, там пройти. Наверное, мы тоже немного гуляем здесь. Вот люди фоткаются. Фотосессия. Так. Просто. Ну, раз тут были, мы надо, наверное, снять, как тут все устроено. Здесь люди, тут уже миллион. О, камнепад. Что тут у нас? Вот так вот. Есть какой-то шкаф. И туда все пытаются залезть, потому что здесь есть вот такая дырка. Вот такая дырка здесь есть. Вот такая вот. Все, короче, мы засняли. Все вам показали. Одевайте удобную обувь в первую очередь. Потому что, смотрите, какие бугры. Это вот люди тут ходят каждый день, постоянно. Ну а мы туда идем вверх, вверх. Вверх идем. Так. Идем дальше. Ух, какой тут навес. Такие ступенечки. Здесь люди смотрят, которые еще этого не видели, конечно, первый раз. Довольно все это эффектно. Ну а мы ускоряем шаг. Ускоряем шаг. Ускоряем шаг. Ух ты, как тут, какая тут панорамка классная, смотрите. Тут навес такой впечатляет, и люди, вот это люди, масштаб, смотрите, такое масштабное все. Ползем дальше с вами. Ой, ты смотрите, кто-то там воет. Шаляпин завелся, смотрите. Наверное, выпил 2 бутылки чачи по 0,5. По 0,5 2 бутылки чачи. И да, начал. Муза на него нашла. Муза. Муза, муза. Так, вот с такими стрелочками указано то, что надо идти вперед. Тут можно с той стороны зайти и с другой. Вон там люди, смотрите где. Маруся. А мы ее видели вчера или позавчера на Царском пляже. Когда мы были на Царском пляже? Булыжники. Булыжники. Ну, если вы живете в поселке Новый Свет,
то в принципе вам никаких проблем не составляет. О, смотрите, люди, как они туда залазят, а? Видали? Вон внизу сидят. О. Рыбаки всякие. Если вы живете в поселке Новый Свет, вам без труда составит самим пройти эту тропку. Желательно, конечно, или утром рано, часиков так в 7, да? И народу будет поменьше. И виды красивые тоже будут. Их будет не так жарко, как днем. Днем-то ходить это, кто без привычки, тяжеловато. О, смотрите, обвал какой. Видали, Маша? Эрик, смотри, обвал. Ну да, ну восстанавливаем в памяти. Сейчас еще снимем на эту камеру сотового телефона. Отсюда вид-то еще интереснее открывается. Вот там мыс Мегамол. Ну, эта тропа идет вокруг горы, которая находится рядом с поселком. Смотрите, какая надпись. Отклонение от маршрута строго запрещено. А где тут маршрут? Вот как вы можете догадаться, здесь, смотрите, здесь тропинка туда и вверх. Кто знает, куда идти? Туда. Туда, а не туда? Туда. А может, это одно и то же? Хорошо-то как, а? О. Так вот. Так, ползем дальше. Ну, тут, видите, маленькие дети. Совсем. То есть, в принципе, этот маршрут вообще элементарный. Только на береге. Я где-то видел? Его можно пробежать. Вот тут ветер дует в этом месте обычно. Если у вас головные уборы. Ой, смотрите, она куда залезла-то. Она фоткается. Нет. Видали, что она делает? Балерина. Ноги поднимает. О как. Так, уменьшаем. Уменьшаем. Где мы уменьшаем? Так, вот. Чё, как тут видик? Супер-пупер. Да, немного так вживую-то смотреть получше будет. Вот. Капчик, копчик. Кто-то хочет так и называть. Ух ты, куда он там залез. Просторы такие. Люди ходят куда-то туда. Красотень. Вот тут уже, наверное, сколько миллионов человек прошло, сложно себе представить. Но все равно люди ходят и ходят, приходят, потому что многие просто ее не видели. Что, красиво, Маша? Скажи, красиво. Ярик, что тут нашел интересного? Камни. Хорошо по горам ходить. Лишние килограммы, если у вас есть, их скидывать. Это просто замечательно. Смотрите, вот так вот. Оп. Наверх, 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 наверх. О, как хорошо. Лишняя водичка вся со шлаками скидывается у вас. И вы ощущаете легкость в теле потом. Легкость в теле и стройность фигуры.
Это все, это, по-моему. Ух ты, смотри, видали? Куда они залезли? Этот их снимает. Осторожно, камни падают. Ой, что-то даже в голове закружилось от этого классного воздуха. О, остановимся на минуточку. Посмотрим, поглазеем на виды. Тройной или четверной. Так, теперь у нас тут небольшой спуск. Можжевельник. Смотрите, смотря то, что у него весь корень в дырках, он растет. Или, это дуб. Или какое-то дерево, интересно. Что за дерево? Так, теперь у нас спуск. Спуск, подъем. И получается физкультурная пауза. Угрожающую надпись смотрим. Мы осторожно обвалы. Валуны, значит, должны падать сверху, откуда-то оттуда. Бам-бам-бам-бам. Могут и кидать. Кто-нибудь кинуть сверху что-нибудь. Как тут опасно идти-то, вы смотрите, а? Просто кошмар какой-то. Маша, как ты себя чувствуешь? Нормально, да? Да. Ужасно. Да, я тоже себе не супер-пупер. Так, мальчик, куда ты лезешь? Пропустить надо. Что ты прешь, как танк? Мы сейчас свалимся. Ты танк в душе. О, пацан танк в душе. Отличный танк. Вот это вот делать, конечно, не надо. Так лезть под людям наперекор. Ну, дети. Еще ума мало. Еще пока. Жизнью не научены. Хотя у многих взрослых ума и в дальнейшем не хватает. Это, как говорится, как Бог даст ум. Если он есть, он есть. Если его нету, его не купишь. Даже за доллары. Не говоря уже за рубли. Еще одна тропинка. Тут спуск у нас небольшой. Ну и мы уже близки. Прошли основную часть этого маршрута. Смотрите, какой обвал. Вот эта скала, вот это вот так бах туда упала когда-то. Сколько-то миллионов или тысяч лет она упала и там стоит до сих пор. Указатель, стрелочка туда-сюда, то есть можно ходить и туда, и сюда. Вот эта стрелочка туда, эта стрелочка туда, в другую сторону. А вот он, можжевельник. Вот. Смотрите, кто-то ветки напихал в дырку. Хабаровск, 18-й год. Ой, даже с сабулями ходят. С сабулями. Такие сабули. О, боже мой. Лысая собака. Ну и, наверное, вообще классно, да, лысые собаки на юге. Никто ее шерсти нету. Прохлада. Ой, еще очередная кучка туристов. Еще очередная кучка туристов. Но основные толпы уже прошли, где человек по 50. Здесь уже
уже чисто такие какие-то семейные идут группы. Вот что это написано? А, это люди идут вперед. Вперед, вперед, вперед. За Машей мы идем, за Ярославом. О, глубины. Что тут? Чем? Оп. Маша уже из сил выбилась. Ну, не чуть-чуть осталось уже, все. Мы уже, по сути дела, прошли всю ее. Вот этот мыскапчик, на него еще спустим, поднимемся, вернее, и все. На самый верх, конечно, туда не будем нафиг залазить, потому что там довольно страшно. Нам надо к 8 часам. А, еще целых 1,5 часа свободно. Час даже. Так что успеваем. Мы хотим вернуться к киносеансу, чтобы его посмотреть. Потому что у нас там проходит кино. Сегодня должно быть какое-то фэнтези. Фэнтези. Маша, еще чуть-чуть. Вот можно... Вот это, как она называется? Бухта голубая, что ли? Не помню. Но если вы помните, можете написать. Короче, в ней можно вот здесь вот спуститься на эти камни. И покупаться. Что делают люди вон там? Видно, нет? Голубая бухта. Вот тут спуск есть. Вон там он. Тропиночка. И можно тут покупаться. Смотрите, альтернативный пляж. Вон. То есть здесь 20 минут ходьбы быстрым шагом. Вот. Это мы так медленно идем и останавливаемся. 20 минут ходьбы, и вам вот купалка. Не надо на Царский пляж никуда ехать далеко. Ну тут, наверное, у нас камушки. Камушки. Идем дальше. Опс, опс. О, там, видите? Такая дорога вниз идет. Ну, ерунда, короче. Маршрут. Детский сад называется. Вот и гора Сокол. Там маршрут, так маршрут. Ну и то, говорят, мы шли с... Здесь экскурсовод есть, Лев Архипов. Он говорит, что даже женщины такие килограмм по 120 и те идут. И те идут. Правда, много салфеток приходится расходовать. Но там дорога, да, конечно, тяжеловато. Так, наши спускаются. Ну, здесь можно присесть на камушки и отдохнуть. Что, будем отдыхать? Нет. Нет, Ярослав не хочет, а Маша, может, Нам хочет. на кино еще. А успеваем, еще 1,5 часа нам до кино. Все нормально. Пока вам поснимаем водичку и небольшую панорамку этой бухточки. Присели, чтобы отдохнуть. Вот тут вот, видите, какой-то канат протянут. Может быть, даже по нему и спускаются люди. Такой аттракцион. Тут видим лодки. Люди восторгаются. Вот сколько людей. Первый раз, конечно, если вы все это видите, на вас все производит это большое впечатление. А люди все идут и идут. Тут, по-моему, бесконечные. Бесконечно люди ходят. Тропа не закрывается. Так вот.
Объявление. Судак. Новый свет, Судак. 9 свободных мест. Мы отправляемся, ребята, в город Судак. Через поселок Новый свет. Он, короче, везде заходит. Есть желающие, Поэтому ребята? пустой, поэтому и приехал на Судак. Судак. В Новый свет отправляется катер, есть свободные места. Уехать можно этим рейсом, граждане. Морское такси, 150 рублей билет. 50 рублей, Желающие, всё. подходите на катер. Маша, 50 рублей билет Новый свет обратно. Есть желающие? Ладно, мы уже пройдемся. Так, здесь надо осторожно, потому что какой-то грунт вообще дурацкий. Смотрите, какая дорожка. Дорожка какая. Стоят. Потихонечку идти надо тут вверх. Последний рывок. Последний рывочек. И все. Тут как симпатично. Смотрите, какие виды. Что мы видим? Какая штуковина. О, что-то новенькое. Какой-то на этом трассу едет. Что это? Будка какая-то. О, она, видать, с двигателем. Вот она вон туда, на самый верх едет, на капчик. О, поехали. Ребята, поехали. Вот так вот он. И этот. Гравицапа такая. Смотрите, похоже же, да? На гравицапу. Точно, гравицапа. Опс. Опс, опс, еще немножко, еще чуть-чуть. Хоп, хоп, хоп. Отклонение от маршрута запрещено. То есть вот туда не надо ходить. Еще дорожка есть. Ой, какой тут воздух замечательный. Воздух. Ой, как хорошо дышится-то вечером. Самое милое дело ходить здесь. Вот отсюда тоже вид красивый. А здесь такой интересный мостик. О, надо на нем сфотаться. Эрик, давай там встанешь, я сфотаю тебя. Давай, иди. О, смотри, какой. Засохшие. Так, и вот этот мостик мы проходим. Деревянный, смотрите, какой у него. Через какой-то ров. Какие же все-таки здесь. Все никак не перестану я. Вот эти запахи, да? Воздух чистейший такой. Насыщенный полезными веществами от этих растений. Ой, вернее, растение это помогает при проблемах с мениском. Он как-то заваривается и вот она тропочка, все вам прекрасно видно. Вот так вот она идет. Еще немножко нам осталось пройти вперед.
Еще немного, еще чуть-чуть. Такой вот рост, а здесь уже деревянный. Здесь все покрашено. Так, туда он идет на мыс Капчик дорожка. Тоже пройдемся. Дальше идем. Вот сюда немножко поднимемся. Хотя там он такая соответствующая надпись, что ходить нельзя. Ну ладно, мы на свой страх и риск здесь пройдем. Здесь вот эти все камушки, они исписаны всякими надписями. То есть приносите с собой краску, кисточку и или можете гровер какой-нибудь. А вот это спуск по тропе Голицына дальше туда, но она вот это вот царский пляж, кстати, смотрите, да? Сейчас он пустой, ни одной лодки нету. Это спуск, но там вы не пройдете, потому что он закрыт. Там какой-то туннель есть, и он закрыт. А здесь вот такой вот шикарный вид. Сейчас на Царскую бухту. Царский пляж. И немножко, ну, сегодня хорошая погода, кстати. Просто замечательная. Просто замечательная погода. Идем наверх, немножко пройдем. Ну что, там люди купаются, что ли? Что-то плавает в воде. Большая горка. Фу. Ну, нормально так вот пройтись. Мышцы подкачать себе немножко. Самое то. И сделать фоточки. Сейчас уже вечер, конечно, поэтому не совсем, уже 7:30 у нас. Лучше часиков в 5, так вот где-то в 6. Сейчас уже темновато. Для съемок. Ой. Ой. О, товарищи какого-то канала снимают. Коптер пустили. У нее хорошая камера какая-то. Делают съемочку. Может, люди сидят, которые замучились отдыхать. Ой, подниматься. А здесь что-то... А, это вот эта точка. Смотрите, где это прибывает тарзанка, или как она называется. Фух. Вот этот кабель. Фух. По нему спуск вон туда идет. Здесь вот так вот все вмонтировано. Чашечки такие конкретные. Людей транспортируют. Кому охота спуститься оттуда. Спуск какой. Наклон. Ну ладно, мы вот до сюда дойдем, и туда уж вверх не попремся. Что уже надоело. Фу, надоело. А, Ярик, пошли сюда. Здесь немножко поснимаем. Вот тут люди. Везде люди. Сейчас мы немножко зайдем за него. За эту горку. Просто посмотреть. Сюда, конечно, не надо падать.
Однозначно не надо. Тут надо сюда в лес вверх подниматься. О! Моторочка движется. Движется моторочка. А тут что? А, тут дорожка вон туда. А мы туда не пойдем. Мы здесь остановимся. Фу, ладно, все. Цикады и шум волн. Какое море спокойное сегодня. О, товарищи, пчелку запустили, жужжащую. Ну а мы идем. Ой, ладно, все, надо обратно идти уже. Идем обратно. Так что кто-то на какой-то канал делает съемочку. Заходите в YouTube, набирайте копчик, и о, какой у них котик классный. Большой. А мы идем обратно. Открывается вид царского пляжа. Все люди сравнивают с Петрями эту канатку, этот спуск. Идем назад. Сидят люди. Сюда спустимся. Хоп. А вот эти товарищи. Это женщина, она. Управляет ас. Хорошая камера. Соня блогерская какая-то. И вот здесь вот спуск. Отличный вид на царский пляж. Можно вот здесь где-нибудь посидеть и подышать воздухом. А здесь можно, смотрите, сейчас я вам покажу. Здесь видно поселок Судак. Вот он. Вот Судак видно, да? И поселок Солнечная долина. Вон там он. О, красота. Ух, красота. Жалко, вон она летает, снимает капчик-шмапчик. О, чайка. Как классно она летит. Туда, куда-то далеко. Так, с капчика мы проходим обратно. Накиданы вот такие вот камушки. Маша нас ждала здесь, пока мы ходили с Ярославом туда. Здесь можно, кстати, посидеть. Но хотя говорят, что на камнях не рекомендуется.
2019. О, кто-то был с Якутска здесь. Разные надписи. Самая деревня это 2015. Угу. Леша плюс 100. Сердечки. Да, берите с собой долото, молоток и выколачивайте на века вот в этих вот камнях свои имена. Может быть, их увидят в будущем потомки и будут говорить: о, это мы, наши прадеды. Такая вот есть тут посидеть, чтобы деревянная. Кстати, она почему-то одна. По-моему, больше их было, таких лавочек раньше. Отсюда мы пришли и обратно идем. Поселок. Через можжевеловую рощу. Смотрите, как барбос. О, прилегла на камушке. Так. Это наш последний подъемчик такой. Там уже ничего не будет. Там будет только спуск. Посюда мы пришли. И посюда уходим. А можно наоборот. Можно вот посюда, оттуда прийти. Но это повыше. Где-то от автостанции уровень такой поселка отходить. То есть гора, она, ой, тропа, она снизу начинается, допустим, да, и наверху кончается. Или наоборот. Если вы в обратном направлении идете, сверху и внизу вы стоят такие мусорочки. Люди. Вот сейчас гулять-то самое милое дело. Но мы немножко торопимся, потому что у нас киносеанс будет скоро. И мы хотим успеть. Фисташка. А, вот это вот фисташка. Вот с такими листьями. Туполистая. Вот, посидеть можно. Смотрите, вот до сюда дойти. Здесь усеться и никуда не ходить. Считайте, были на тропе, но с минимумом расход энергии и усилий морально-физических. Еще лавочки. Там люди все фоткаются. Детки у нас тут. Сейчас мы зададим темпик, чтобы успеть. Нам надо еще арбузик купить. Небольшой. На рыночке. Видите, прикольно, да? Конечно, прикольно. Вот, с детишками. Вообще жить, конечно, надо в таких вот местах. Не то, что вот так вот приехали вы с пыльного, душного, шумного города. Все восторгаются. Глянь, какой вид, глянь, какой вид. Тут жить надо, да? А не так вот приездами приехали и живете. Ну, наверное, тут кусочек земли очень дорогой. Очень в таких местах. Еще лавочка, дерево, лавочка.
И мы идем дальше по такой тропиночке. Вон там парочки ходят, пытающиеся найти точку съемки. Не у всех это получается успешно. Вот это дерево, замученное людьми. Но, как это не ужасно, как это не странно, вернее, как это не странно, оно живое. Смотрите, сейчас время у нас без 10:08, а народу здесь не собирается убывать. Ну, можно гулять где-то часов до 9, потому что наступят сумерки, а потом уже глаз выколи. И лучше здесь не ходить, потому что можно свалиться куда-нибудь с обрыва в пропасть, и будет вам капец. Такая, здесь можно присесть, посидеть, но мы куда-то люди идут на сторонку, кто-то играет в футбол. Подъем на гору запрещен. Он на ту гору, видите, да? Но люди все равно туда лезут, потом оттуда падают. Тут каждый год какие-то есть случаи, кстати, каждый год, когда теряются отдыхающие, поэтому лучше лишний раз не ходить без сопровождающих в неизвестном направлении. Едут, прошлись, успеваем, еще у нас целых 40 минут. А мы до туда зайдем минут за 15. Рут, мы уже рядом. И здесь вот такая дорожка вниз. В низинку. И увидим сам поселок. Вот эти вот дома. Вы их видите. Так, сейчас сфоткаем. Кстати, эти дома. Оп. В них живут, как их правильно сказать, новосветские. Да. Везде указатели, что в другую сторону идти нельзя. Да, хорошо, когда у телефона большая память все-таки. Снимаю, оно все никак не закончится и не закончится. 128 гигабайт. Это хороший объем. А вот наш дом, куда мы должны будем идти дальше. А мы вот так вот сделаем. Оп. А нам сюда. А вот можжевельник колючий. Вот он. Такой вот. Вот он, кстати, помогает при каком-то травме мениска. Короче, этих можжевельников несколько видов. Чё? Акробатика. Запах замечательный. Так, а там что, новый свет? Все, мы вышли с тропы и проходим мимо вот этих вот киосков, где продают всякие штуковины. Так, мы уже здесь снимали, вот по этой дороге
Это вам на всякий случай, если вы хотите попасть на Царский пляж. Все, проходим в обратном направлении. Изделия из можжевельника многочисленные. Так, уже дети выходят. Тут изделия из можжевельника продают. И мы выходим. Вот вывеска. Ботанический заказник. Новый свет. Все. Мы пришли. На этом. Ой, смотрите, сколько бутылок. Зачем мне столько бутылок? Это же вода. А еще вам поснимать кисок, которых здесь в бесчисленном количестве. Ух, они играют. Видали? Играют. Котятки. Цветочки, лютики. Ну, а мы так хорошо прошлись, прогулялись. Вечером самое то гулять, поэтому если... Ой, какие тут вязаные штучки продают, всякие ангелочки. Если погода хорошая, гуляйте вечером или с утра. Но с утра сложно проснуться, поэтому не всем это доступно.